Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами в студии Константин Попудренко и Михаил Кукуюк. И вначале сразу о главном. Россия против Джамалы. В Госдуме РФ призывают руководство конкурса Евровидение-2016 не допустить к конкурсу украинскую певицу Джамалу. В свою очередь, Россия решила отправить на конкурс поистине лучшего народного любимца. Итак, готовим телефоны для голосования. Оккупационные власти Крыма также призвали Киев не устраивать из конкурса Евровидения политический фарс. Об этом сообщил вице-премьер так называемого крымского правительства наш дорогой Руслан Бальбек. Джамала, вперед! У тебя все шансы на победу. Он слишком близко подошел к разгадке тайны пришельцев, оккупирующих нашу землю. Они делали это незаметно и быстро, по плану, уже давно обкатанному на других мирах. Думаете, это описание фантастического фильма? Вы глубоко ошибаетесь. Жизнь одного человека была разрушена не кем-нибудь, а гостями из космоса пришельцами. Да, они существуют, по крайней мере, так утверждает этот человек. Итак, город Бахчисарай. Наши дни. Если вдруг вам случайно пойдет почтовый ящик о том, что в Бахчисарае назвали яблоко дитя. Так вот, кто, оказывается, портит дороги. Слава богу, что не чиновники. В общем, крымчане сняли для нашего времени весьма неплохое творение. К тому же сделали это на цветную пленку. А это уже немало. Москва и Вашингтон выпустили совместное заявление, в котором содержится предложение установить перемирие в Сирийской Арабской Республике с 27 февраля 2016 года. Президент России Владимир Путин в связи с этим выступил со специальным обращением. В ходе беседы мы одобрили совместное заявление России и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой стране. На пресс-конференции президент США Барак Обама подтвердил этот разговор и наглядно показал, чем закончилась встреча двух президентов. В роли президента Российской Федерации на этот раз была обычная дверь. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. В России хотят, чтобы сезон в Крыму длился целый год. Ростуризм считает, что Крыму необходим круглогодичный туристический сезон. При этом необходимо открывать новые отели, которые позволили бы размещаться туристам в любое время года. Меня зовут Алена, мы приехали из Луганска. Нам очень нравится отдыхать. Хороший бассейн, чистый, для детей много занятий. Приезжали зимой отдыхать, а вот этот раз приехали летом. Как мы можем видеть, все деньги отдали за отель, а вот на еду, как всегда, не хватило. В свете последних событий не за горами введение нового налога за непосещение Крыма. А если серьезно, то крымчане уже забыли, как выглядел последний отдыхающий. В этой связи наряду с зелеными человечками стали наблюдаться и зеленые робинзоны. Вот тому доказательство. Я себя считаю зеленым Робинзоном. Зеленым? Зеленым. А тот Робинзон был какой? А тот был вынужденный Робинзон, как жертва кораблекрушения. Спокойно. Не нервничать. Я должен взять себя... Куда? Взять себя в руки. И разобраться в ситуации. Негативные стороны. Во-первых, остров, как я убедился, необитаем. Я тут в единственном числе. Во-вторых, выбраться отсюда у меня нет никаких возможностей. В-третьих, есть хищные звери, которые меня могут съесть. В-четвертых, чем буду питаться я, не имею понятия. Теперь позитивные стороны. Я злой.
Ведь, как гласит древняя крымско-татарская мудрость, и настанет тот день, когда Турция окажется без Наташ, а Крым без свет и без турист. Понемногу утихает популярность российского гражданства среди звезд мировой величины. Многие недовольны. Возмущает то, что Депардье после получения российского гражданства дали квартиру, а Рою Джонсу, простите, по морде. На это пожаловался сам Рой. Говоря крымским языком, выключили свет в 4-м раунде. А вот студенты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова исполняют песню «Легендарный Севастополь» на площади Нахимова в Севастополе 23 февраля. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, прорусский моряков. Вот и с участниками от России на Евровидении познакомились. Кстати, узнали, тот, что посередине, и есть Михаил Турецкий. Просто в последнее время из-за конфликта с Турцией может сменить название коллектива и свою собственную фамилию. Как же все-таки легко в России сменить фамилию, изменить присяги, предать страну. Эх, Вова, а мы-то думали, что на территории РФ спайсы запрещены. В Севастополе из-за аварии обесточен район вокзала. Как сообщила пресс-служба правительства города, срок ликвидации аварии зависит от работы персонала Крымской железной дороги. Давай процесс. Я боюсь. Почему-то мы уверены, что этот неквалифицированный, но очень везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Как мы видим, в этой истории есть и минусы, и плюсы. К примеру, стало ясно, с кого писал свою легендарную картину Казимир Малевич. Это был Севастополь. Неужели он мог это предвидеть? Ну ничего, крымчане, вы, главное, потерпите. Скоро наступит лето, и дни будут еще длиннее, а значит, света будет в 2 раза больше. В свою очередь, президент России Владимир Путин показал новейший проект энергомоста. Будущее уже наступило. В России созданы 2 макета человекоподобных боевых роботов. Ухтышка! Именно так прокомментировал новости любитель инноваций Дмитрий Анатольевич Медведев. Президент России сегодня ознакомился с новыми образцами отечественного оружия, принятые войсками и перспективные модели. На полигоне, в частности, можно было увидеть маневры боевого робота. Механический снайпер выполнен в виде человеческой фигуры. Подчиняется робот командам оператора и стреляет, по крайней мере, на полигоне без промаха. В целом, оружие и экипировка, над которыми работают конструкторы, должны повысить защищенность солдата и эффективность их действий на поле боя. Это боевые роботы двойного назначения. Для работ в опасных для здоровья и жизни человека условиях, значит, кроме как в самой России, больше они нигде работать не смогут. Сколково сила. Что вам японское изобретение? Ведь Запад отстал от вас в танкостроении на 20 лет, в лаптестроении на 50 и в граблестроении на 100. А вот в надувании щек навсегда. А вообще самое удачное изобретение для России – это ТВ и интернет. Ведь хотя бы иногда он не позволяет дуракам слишком часто бывать на людях. Они думают, проблемы экономики РФ можно решить высокими технологиями или рабским трудом. Но что-то мне подсказывает, что с высокими технологиями у них, как всегда, что-то не сложится. В преддверии Дня защитника Отечества глава Крыма Сергей Аксенов попал в десятку медиарейтинга российских мужчин. Медиарейтинг возглавил президент Российской Федерации Владимир Путин. Сборная Крыма успешно выступила на чемпионате России по длинным метаниям. Она заняла итоговое 3-е место среди принимавших участие сборных команд регионов Российской Федерации. Стоит отметить, что по приезду домой одна из участниц вышла замуж, с чем мы ее поздравляем, но профессиональные навыки ее подвели. Она метнула свадебный букет на 182 метра, причем жених так и не успел его отпустить. Кстати, в последнее время в Крыму из-за перебоев электричества
Свадьбы приобрели новый формат. Теперь вместо музыкантов можно насладиться звучанием генератора. В Бахчисарае назначен руководитель администрации городского совета. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Теперь в Крыму назначение чиновников на должности будет проходить по принципу открытого и абсолютно прозрачного тендера. И только по одному критерию. Кто заявит самый высокий процент отката, тот и победит. В общем, ничего нового. Бедные чиновники уже не могут все это вынести, а им все несут и несут. На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами были Михаил Кукуюк и Константин Попудренко. И в конце хотелось бы обратиться к руководству полуострова. Берегите Крым для нас. До побачення. Все буде добре.